В Инте прошел республиканский этнофорум «Мы россияне». Стартовал масштабный социокультурный событийный проект в Центральном дворце культуры и техники 26 октября. Как хороша моя земля! Боры сосновые, сосен густые навесы, в небо уходят узоры зеленые крон, солнцем и росами, дремными шумами леса. Парма, земля моя, край мой родной напоен. В Республике Коми этнофорум «Мы россияне» проводится ежегодно с 2012 года в преддверии Дня народного единства. Инта впервые стала площадкой проведения этнофорума и собрала в зрительном зале Центрального дворца культуры и техники почетных гостей из разных уголков региона. Сыктывкара, Усинска, Прилузья, Княжпогоста, Троицко-Печорска, Сосногорска, Усть-Кулома, Ижмы, Карткироса, Печоры, Ухты, Удары. Открывая этнофорум, министр национальной политики Коми Роман Носков отметил важность и актуальность мероприятия, укрепляющего мир и дружбу между национальностями республики. Пятый год форум проводится за пределами Сыктывкара, и Инта – это пока самый северный город республики, в который мы приехали сегодня большой командой. Ну, приехали сегодня, вчера. Команда состоит из более чем 20 экспертов и более 20 представителей муниципальных образований, то есть это такой большой очень коллектив. Изначальный замысел форума – это особое внимание молодежной аудитории, и здесь он тоже сохранился. Большое количество площадок будет посвящено работе и формам работы, и общению с молодежью. Поэтому очень приятно видеть сегодня в зале молодежь. Мы понимаем и уверены, что будущее наше при помощи наших молодых людей будет таким же крепким и нерушимым. Слово для приветствия всех участников этнофорума также предоставили председателю Общественного совета региона и директору государственного автономного учреждения Дом дружбы народов Республики Коми Григорию Хатанзийскому. Бурлон Донайоркес, Коми Республикаса Войтерлан Йортишанкерка, Коми Республикаса Этьеза Палата, Коми Войтер Этмунем, да Россия Войтерлан Ассамблея Коми Республикаса Юкон Нимщанами Быча Чола Малатьянас Тая Ыджит Кыпыт Гажвалас. Добрый день, дорогие друзья! От имени Дома дружбы народов Республики Коми, Общественной палаты Республики Коми, Межрегионального общественного движения Коми Войтер, регионального отделения Ассамблеи народов России, я сердечно приветствую вас на этом замечательном празднике. Во-первых, я хочу поблагодарить принимающую сторону за столь теплый прием, несмотря на то, что на улице уже лежит снег и уже немного похолодало. Вы знаете, вот именно подобное мероприятие – это дополнительно, скажем так, жемчужина в ожерелье культурных событий нашей республики. Ну и, конечно же, кирпичики, на которых строится и укрепляется наша дружба, мирососедство. Республика Коми всегда отличалась миролюбием, добрососедством, гостеприимным народом, многонациональным народом. Я хочу пожелать, чтобы эта дружба, это гостеприимство
хранилась в наших сердцах долгие века. С праздником! Первоначально этнофорум проводился в формате фестиваля с участием национально-культурных организаций Республики Коми, представителей из регионов России. Сейчас это крупномасштабный социокультурный образовательный проект, посвященный поиску места традиционной народной культуры в современной жизни. Яркое открытие дало старт многочисленным мероприятиям этнофорума. Программа этнофорума рассчитана на 2 дня. Повсеместно в разных уголках города в течение этого времени запланированы образовательные площадки, творческие мастерские, практикумы и мастер-классы, обсуждения, семинары и концерты. Сразу после открытия в зрительном зале стартовала образовательная площадка. Среди слушателей и участников – работники, специалисты и руководящий состав учреждений дополнительного, среднего и дошкольного образования ИНТы. Главной темой обсуждения стало участие гражданского общества в развитии региона. В частности, вспоминали историю создания населенных пунктов нашего северного региона и роль общественников и инициативных людей, повлиявших на их появление и развитие. В фойе Дворца культуры и техники расположилось этнодворье Центра национальных культур. Сегодня на базе учреждения функционирует 8 национально-культурных обществ. Представители каждого в рамках этнофорума разработали свою этническую площадку. Они радовали гостей музыкой, играми и танцами, рассказывали о старинных нарядах, демонстрировали изделия ручной работы, предметы домашней утвари и угощали традиционными блюдами. Каждый пришедший мог прочувствовать весь колорит той или иной национальности и познакомиться с ее обычаями. Татары – очень гостеприимная нация, они умеют и любят принимать гостей. Из напитков предпочитают чай, как зеленый, черный, так и травяной. К чаю пекут пироги, как сладкие, так и с мясом, а также подают сладости, чак-чак, мед и конфеты. Наше башкирско-татарское общество «Идель» осталось нас, конечно, немножко, бабушки в основном, а мы из молодых трое вот получается сейчас. И удивляем чем? Своей выпечкой, ну, у нас есть какие-то вот игры, но здесь мало места, и 2 человека привезти невозможно. Поэтому мы решили удивлять своими коронными блюдами: эчпочмаки, костыбыки, чак-чак, баурса, 3-слойка. Но пока, по крайней мере, чай свой душистый с молоком, с медом.
Татаро-башкирское общество «Идель» посещает порядка 10 человек. С каждым годом их становится все меньше. Постоянные члены общества стареют, а молодежь не так сильно интересуется своей культурой. Но несмотря на все трудности, татары и башкиры сохраняют свои народные мудрости, стараются передать их детям и внукам. В татарских семьях рецепты национальной кухни хранят и передают из поколения в поколение. Рассказываем, даем рецепты, раздаем всем эти рецепты. Так что у нас многие знают наши блюда, готовят. Усть-Цильма – особенное поселение, которое отличается интересной историей, уединенностью и закрытостью от внешнего мира, что позволило создать свои особые традиции. Интинские усть-цилемы стараются вдали от родины сохранить островок своей культуры и показать ее уникальность жителям города. Мы русские, хотя, как говорят в шутку, живем в Коми, но не знаем коми языка. И не все русские нас понимают, потому что у нас свой диалект, который пришел с нами из древних времен, так скажем, пускай древние, да? Это Нижний Новгород. Не Нижний Новгород, Великий Новгород. И вот мы привезли с собой вот эти слова, которые никто не понимает, мы даже сами их забываем, потому что, но в селе у нас их разговаривают на этом диалекте, да, так скажем. Вот это на мне праздничный наряд, да, вот как эти, семейка наша, да, а вот это обыденный. Вот в этом она ходит полоскать белье на Печору, потому что у нас дома не полощут тазик, как белье. Этот мужичок у нас, вот совик у него, его традиционная одежда, ну, хозяйственные дела, да. Эта девушка у нас, что делать, домашняя работа, и это. Вот такие у нас одежды носим. Ну и праздники у нас тоже есть. Самый большой праздник, наверное, все знаете, это горка, которая проходит на Петров день. Вот тут у нас уже гуляние идет. Все вот в этом красивом, и старые, и молодые, и маленькие, и большие. Ну и гуляем, начинаем в 6 утра и заканчиваем за полночь. Потому что пока все споешь, все фигуры сделаешь, и все частушки перепоешь, если пляски станцуешь, уже время заканчивается. А потом пошла работа. Сенокос, заготовка и все прочее. Вот так и живем каждый год. Русское национальное культурное общество – одно из самых многочисленных. Здесь чисто женский коллектив, все как на подбор очень творческие личности, все поют и танцуют. В своей деятельности общество старается пропагандировать исконно русскую культуру. И не только через песни и танцы, но и через традиции и обряды. Наша выставка представляется русским обществом. Общество называется «Русь». Мы сегодня тематически выставили свое общество, рассказываем о платках русских, вот, об их обычае носить их, откуда пошли эти платки, значит, как они изготавливались вот, издревле, вот, и как они сейчас носятся, для чего они, вот, как подарок, как украшение. Национально-культурное общество «Украина» – одно из самых старейших и многочисленных. Оно было создано в Инте еще до открытия Центра национальных культур в 1993 году. В этом году обществу исполнилось 30 лет. Украинцы – народ древней самобытной культуры, богатой традициями и обрядами. Запрошуємо вас завітати до нашого куточка нашої України. Ну и я буду разговаривать на русском языке, чтобы все понимали. Мы представляем украинское общество «Цинка». Вот. У нас вышиванка. Мы представляем сегодня вышиванку. Вот. Наша вышиванка – это традиция украинская. Вышитыми рушниками украшают тут иконы, семейные фотографии, украшают быт. Каждая женщина старалась как-то украсить свой быт. Украшали скатертью столы, на каравай подавали дорогим гостям, ну это хлеб и соль считалось, на рушнике только. А в дорогу, если собирался кто-то, мама собирала и обязательно в рушник заматывала хлеб. И это, ну, как на хорошую дорогу, на счастливую дорогу. Сегодня играли, у нас такая есть игра «Веночек». Это дети становятся в круг, мы даем веночек,
и проговорим слова там «Ти біжи віночок, швидко по руках, зупинить дзвіночок, то есть танцуй гапака». Мы включаем музыку гапак украинскую, и кто вот в кого веночек остался, тот выходит в круг и танцует. И мы за это его угощаем цукеркой, у нас называется, это конфетку. И детям очень весело, вот вы сами видели, подходили, что давайте еще поиграем, другие группы, потому что мы с одними уже провели эту игру, а с другими хотят еще с нами потанцевать. Многие из участниц Национального культурного общества «Йоль» пришли в него по зову сердца. Им хотелось как можно больше узнать о своей традиционной культуре, а также рассказать о ней другим. Ведь национальный колорит коми народа неповторим, и сейчас он мало где сохранился в исконном виде. Мы знакомим наших посетителей очень старинным видом рукоделия, пряжем шерсть на прялке. Все это вот пошагово показываем, да, как чесали шерсть, как придут пряжу именно на прялке, собирали все это в пудель и заматывали, и делали пряжу тонкую. Затем, расскажите, что-нибудь. Ну, до пряжи, до того, пока начинаем делать нитку, мы, значит, стрижем овес, стираем эту шерсть, сушим. Получается вот у нас такая, мы накладываем на чесалку, это чесалки называется, и мы их чешем. Когда прочесали все, мы собираем вот такие, как называют они, такие небольшие самые нитки. И потом складываем. Вот это вот все, что много набралось, потом складываем вот так вот и на веретено, на прялку. И придем уже в нить. Эта нить получается, придем тоненькие, если две нитки тоненькие получаются, и мы потом их другим веретено, потолще и потяжелее это веретено, начинаем соединять. Вот мы их соединяем. Вот делаем вот это. Скручиваем, как говорится. Вот. И получается вот такое скрученная нить. Мы их соединим и скручиваем. А потом наматываем уже, когда большой получается, наматываем в клубок. Обратно разматываем. И вот получается этот клубочек, с которого уже мы начинаем вязать рукавицы, носочки. Вот такая кропотливая работа. Красим. Деревни раньше не было. Красятся это все. Магазинов не продавали, вот так делали нитки. Красили. Заодно с детьми мы повторили как бы элементы орнамента. И вот все эти элементы они прочитали и запомнили, а в конце уже мы с ними прочитали письмо, используя вот эти орнаменты. А эти орнаменты также они увидели на вязаных вещах, изделиях, которые висят на поясах, на варежках. И на поясах как бы не видно, больше на варежках и на носки-чулках. И все. Приобщение подрастающего поколения к культуре и традициям разных народностей нашего многонационального региона в том числе проводится с помощью всевозможных мастер-классов. В рамках этнофорума творческие мастерские централизованной библиотечной системы и Интинского краеведческого музея на время переместились тоже сюда, во Дворец культуры и техники. На первом этаже сотрудники библиотеки предлагали школьникам попробовать изготовить обереги из дерева. В фойе второго этажа разместился коллектив краеведческого музея. Вниманию гостей и участников этнофорума культработники предлагали выставки дымковской игрушки, изделий из бересты и одежды коми народа. Это выставка коми национальной одежды по регионам. Здесь представлены разные регионы, поскольку Республика Коми, она огромна, да, и коми живут разные. Если язык более 30 диалектов, да, только имеет. Но и показывала им различия. Если основа у всех коми была одна, это обязательно сорочка, да, рубашка, это обязательно сарафан и передник, то по регионам вся одежда и материалом, и цветом, орнаментом, она различалась, головными уборами.
у каждого региона разный головной убор. Вот как бы вот это я детям и рассказывала. Им достаточно интересно было, я думаю, что они этого не знали. Здесь же рядом сотрудники Краеведческого музея проводили несколько мастер-классов. Каждый желающий мог расписать дымковскую игрушку, изготовить матрешку или куколку-россияночку из подручных материалов. Для того, чтобы наша музейная деятельность была более интересной, мы пытаемся разнообразить все наши экскурсионные программы. Мы делаем мастер-классы под экскурсионную программу, рассказываем детям различные элементы, даже той же самой расписи дымовской игрушки, матрешки, элементы народной куклы, как они делаются. Все заготовки мы делаем сами музейными сотрудниками. Довольно-таки длительное время, но делаем своими силами. На третьем этаже Центрального дворца культуры и техники одновременно прошло заседание Консультативного совета по делам национально-культурных объединений, осуществляющих деятельность на территории Инты, и рабочей группы по межнациональным вопросам Совета по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в Республике Коми. В нем приняли участие представители министерств, приезжие делегаты из разных городов нашего региона и представители культурных учреждений и объединений Инты. В рамках заседания специалисты успели обсудить многие актуальные вопросы. Если брать оценку межнационального, межконфессиональных отношений в Республике Коми, то в целом ситуация в республике стабильная и достаточно спокойная. Ежегодно субъекты Северо-Западного федерального округа проходят оценку по методике Федерального агентства по делам национальностей на предмет состояния этнонациональной и этноконфессиональной сферы. По комплексному показателю мы находимся в тройке, в смысле в тройке лучших субъектов по Северо-Западу, а по состоянию межконфессиональных отношений республика по итогам 2022 года находится на первом месте. Это не в том смысле, что они самые плохие, а в том, что самая стабильная ситуация в этом плане. Вот. Что касается Инты, как один из муниципалитетов нашей республики, по тем или иным показателям где-то есть ситуация, требующая дополнительных усилий, где-то наоборот ситуация одна из наиболее спокойных в республике. Так, и я в докладе об этом своем говорил, межконфессиональные отношения в республике, в Инте находятся практически на самом высоком месте, если брать другие муниципалитеты республики. Это говорит о том, что всеми органами власти, общественными движениями, религиозными лидерами проводится совместная работа по сохранению вот такого межнационального мира и согласия. Поэтому с нашей точки зрения сегодня и есть над чем работать, и есть чем гордиться Инте. Сразу после завершения заседания консультативного совета приезжие специалисты поспешили на мастер-классы. Когда мы приехали в этот дворец культуры, то увидели подготовку к этому мастер-классу. Увидели только пока личики, но это уже очень заинтересовало, потому что в настоящее время интерес к рукотворным куклам он растет. И как только закончилось наше пленарное заседание, мы поспешили на мастер-класс. Оказывается, мы делали куклу-скрутку, россияночку. У нее юбка в цвет российского флага, она завязана в платочек, и эту куклу, самое главное, мы делали руками из материалов, которые, в принципе, доступны всех. Если ты понимаешь, как делать, а нас очень прекрасный педагог буквально за несколько минут рассказал и показал, как можно сделать такую замечательную девочку себе в подарок. Это очень красивый, нежный, и ведь Россия – это девушка. Так вот, сегодня мы сделали образ России в виде такой замечательной куколки. Спасибо большое. Выставки, мастер-классы, лекции, практикумы, образовательные площадки и многое другое – все эти инициативы направлены на обмен опытом, знаниями и объединение людей разных национальностей, чтобы будущие поколения жили в мире и согласии. Всегда изначально у нас на Руси все делали руками. И дома строили, и половики ткали, и костюмы шили, и делали в том числе и игрушки, и куклы. И возвращение к народным традициям, оно всегда будет востребовано, оно всегда будет нужно, потому что когда ребенок с детства понимает, что красоту можно сделать своими руками, он и вырастет любящим и свой быт, и свой народ, и свою культуру, и будет чтить все свои традиции.
Сохранение культурного наследия регионов – важная стратегическая задача государства. Это общечеловеческая память. Ценности и смыслы прошлого должны сохраняться и постоянно транслироваться, чтобы каждое новое поколение могло жить и культурно развиваться. Культурные традиции – это фундамент развития современного общества.